Приехали в Таллин. Едем в Морской вокзал, Морской порт. До туда сколько? Километра 3. 4, может 2 микросекунды будет только. Пищевой. Да. Элитным домом. То, что недалеко от аэропорта. Ну да. Ну что, центр очень близко. Фактически вот Swiss отель видно, это в центр города есть. Призма. Я помню, в Риге был у них там магазин Spice. Водитель нас отвез там в 7 году. Я спрашиваю, ты где? Да я здесь, спицы. Ну да. Нормально. Таллин это город небольшой, тут все рядом. Что вот аэропорт, здесь вот за этим зданием уже и автовокзал сразу. Это алкогольный завод. А так, если вот у рижский бальзам, а здесь Таллин. Вон на Таллин у нас. Пикануков. Тоже бальзам, да? Это 40-градусный ликер. 1 красного цвета, и снизу такие кристаллы сахарные. И в переводе Кянукук это петух на пне. Такой даже ресторан раньше в Таллине был. Теперь уже, конечно, снесли, переделали. А почему на пне именно? Не помню это. Хочет высоко взлететь, но не получается. Ну, что-то такое, да. Петух на пне. И Ван Таллин, 40-градусный ликер. Он такой с разных многих там этих трав, рома, там еще чего-то. Не, ну с петухом много напитков связано. Например, у этих же английский коктейл, это похоже, называется. И, в принципе, кока-кола, это по-испански петушок. Я там не понял. Да, есть Таллинг, это D-терминал,
паром. Есть Viking Line, это терминал, Linda Line. Между ними расстояние есть, да? Ну, там не такое большое, но полкилометра, километр, полтора. Чуть-чуть. Сейчас я посмотрю по графику. Лучше. Если на Швецию, то это терминал будет. Да, Не, на Хельсинки. Так. Если в час, это... А, здесь не написано, да, терминал. Ну, я просто паром сказать, я скажу. Здесь Linda Line. Да, это тогда за Корфом, который строился на Олимпиаду как раз. Linda Line, да? Самый быстрый, кстати, в Финляндии. Час 45, а остальные по 20. Ну и дешево, вот, я смотрю, 17 евро всего. А те 35, 22, 27. Так население здесь меньше миллиона. В Эстонии 1,3 миллиона всего. А в Таллине из них где-то 450 тысяч. То есть треть народа здесь. И все равно есть метро, да? Не, метро нету, только нет? трамвай, автобусы, троллейбусы. Ну вот не поймешь в интернете. Пишут линия метро, а это, видимо, это трамваи, да? Ну, трамваи только, да. Потому что я тоже смотрю, откуда. Единственное, Там что... Кишинев метро написано, на них спрашиваю, нет. Ну да, нет, здесь только трамваи, и вот единственное будут прорубать, сейчас делают к аэропорту, чтобы трамвай с аэропорта в центр ходил. И вот там торговый центр, который самый большой в Таллине. Ну, сейчас все торговые центры только и расширяются, ну, борются кто больше. И титул постоянно переходит. Ну, очень много как бы финнов с Финляндии постоянно едет, поэтому они договариваются. Язык там похож, что у них получается? Ну, визуально немножко, если человек не знает вот ни финского, ни эстонского, то для них он звучит очень-очень похожим. А на самом деле финны с эстонцами очень мало что могут тут друг у друга понять. Ну, там ударение и произношение. Не, просто у меня были словари, я смотрел, там, скажем, Паск и Паска. Рядом же. Ну, а так вот, если, скажем, взять Каупа-Кескус, это по-фински типа торговый центр, а у нас Каупа-Кескус. То есть такие слова парочку можно понять. А так у них Холмента это доброе утро, а эстонцев там Тере Хоммикус. Ну, то есть если Холмента и Хоммик тоже вот такой чуть-чуть схожий, но финны абсолютно эстонский не понимают. Еще эстонец кое-как может. У нас есть такой, узбек, когда казаха слушает, просто же выкидывает и все понимает. Казах, когда слушает узбек, он даже засунешь, и не понять. Ну, кто из Эстонии тоже ездит, в Финляндию работают. Сейчас, конечно, тоже в Финляндии свой кризис начинается, потому что они столько беженцев набирают. Отсюда Таллинк ходит, а там вот Linda Line, он сзади, они такие небольшие эти скоростные, скажем так, катера, типа.
Хельсинки, они также все в разное место приходят. Только там немножко расстояние чуть другие. Больше. А ты сам по национальности русский, да? Я русский эстонец. То есть, ну, бабушка, прабабушка с Эстонии, отец с Белоруссии, его мама с Чувашии, то есть, ну, дедушка с России. Все вместе взято. Минут 10, да? Да, ну сейчас я вам покажу, в принципе. Вот Гархов сейчас будет с правой стороны. И это вот старый город, он идет кругом, и, то есть вокруг него, в принципе, дорога. А там багаж есть где оставить, да, если что? У Линдолайна, по-моему, должно быть, да. Ты в Амстердаме как-то оставил? Там же дорога с аэропорта. Поехал в город, потом вернулся и найти не мог, где же оставил. Полчаса искал. Думаю, сейчас опоздают. Ну, если пешком идти, то вот отсюда по дорожке. Вот идет дорожка вдоль Гархова. И вот здесь начинается старый город, вот Толстая Маргарета. Вот как раз вот одни ворота. С разных частей города ворота, проходные. Это самый длинный этот шпиль. Негласному правилу выше него нельзя строить. В принципе, ничего не строит. Свиток и все. Ну и высоток особо и нет. Да, ну то есть вот такие вот его высоты свиток с большим политрофом. Так популярно вот переделать. Вот эта гостиница вот сделана в старом здании. А у них, наверное, Wi-Fi есть, да? Много где у нас Wi-Fi есть. Порту должен быть почти в любом порту. В городе можно места найти. Сейчас каждым годом расширяются. Таллин хотят полностью вообще Wi-Fi покрыть. Витос. Так, Таллин с высоты птичьего полета. Видите, в основном одноэтажные дома. Коттеджи. В принципе, площадь позволяет. Вообще население 1 200 000, а самого Таллина 450 000. Поэтому могут позволить жить в одноэтажном доме. Тут уже новый район уже идет одноэтажный.
Город небольшой, 25 километров в длину, где-то 7-8 километров в ширину. Зона. Ну, примерно как Юрмала. До Пиццинки, 2,5 часа на пароме, подвигаюсь где-то через часов 5. Всем привет. Так, отъехали от Таллина. Буквально 700 метров. Здесь у нас солнце припекает. Через 2,5 часа будем в Хельсинки. Китай голосок.